Одной из точек рабочего графика Аллы Самойловой стала городская поликлиника Назани, многопрофильное и загруженное амбулаторное учреждение республики. Ежедневно здесь получают помощь сотни жителей. Особое внимание руководителя Росздравнадзора приковано к теме иммунизации. Против гриппа мы привили в этом году на данном этапе 1270 человек. Но это учитывая и организованное, и неорганизованное население. Это из вашего участка, да. Из 1800-1200 привили. Да. Молодцы. Делегация прошлась по основным отделениям поликлиники. Среди них терапевтическая, физиотерапевтическая. Были определенные замечания, дали нам полезные рекомендации. Я надеюсь, что в ближайшее время мы все это дело приведем в соответствие с теми рекомендациями, которые нам даны. Следующими ключевым объектом для посещения стала Ингушская республиканская клиническая больница, центр стационарной медицины региона, где оказывается высокотехнологичная медицинская помощь. Проверяется налаженность работы подразделений, структурно связанных с республиканским сосудистым центром, отделение нейрореанимации, неврологии и кардиологии. Инспекционная поездка – это, в принципе, немножко неожиданная проверка, это как бы без таких предупреждений. То есть мы, в принципе, в таком же режиме, как мы работаем, также их и встречали. Их интересовала, в принципе, наша организация работы и обеспеченность. В принципе, организация работы здесь налажена, потому что поток больных уже давно здесь отлажен и оказывается медицинская помощь высокотехнологичная. А по обеспечению, в принципе, уже практически все вопросы у нас тоже решены. Дорогостоящие расходники у нас в наличии, они имеются. И лекарственные препараты тоже сейчас уже в процессе поставки. Мы, в принципе, планируем до Нового года выходить на 100% обеспечение всего лечебно-диагностического процесса. Еще один объект для посещения – республиканский перинатальный центр. Делегация ознакомилась с организацией работы социального объекта, уровнем оснащения и условиями пребывания пациенток. Инспекционная поездка организована по поручению министра здравоохранения России Михаила Мурашко. Руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова высоко оценивает уровень оснащения медицинских учреждений республики. Достаточное количество специалистов. Практически полный набор медицинского оборудования. И я бы сказала, что это позволяет нам на сегодняшний день говорить о тех достижениях, которые есть в республике. То есть это и уровень смертности, это и уровень рождаемости, что очень важно. Но, конечно, есть к чему стремиться, и поэтому здесь нужно говорить сегодня о необходимости популяризации, диспансеризации для раннего выявления различных заболеваний. Внимание делегации привлекло и строительство новой районной участковой больницы в Альюрте. Объект возводят в рамках федеральной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» с сентября прошлого года. Сдать его планировалось до конца 2025-го, но сейчас есть риски не успеть к этому сроку. Сейчас такой фронт работы, где можно все работать параллельно. Конечно. Параллельно все работают. Батареи должны уже протаскиваться. Извините меня, этого нет ничего. Ну ладно, вентиляцию вроде как что-то протянули. Ну ладно. Электрику, ну хорошо. Поэтому 100 человек и вперед. Больница рассчитана на 30 коек и 100 посещений в смену. Общая площадь объекта около 2000 квадратных метров. Делегация обошла 2 этажа и подвал. Впереди отделочные работы. Мы видим небольшие риски. Это Алла Владимировна также отметила. Были даны рекомендации, на что акцентировать внимание. Это помещение, где должно располагаться оборудование, особенно там рентген-оборудование и так далее. Мы начинаем сейчас внутреннюю отделку именно с этих помещений, чтобы уже оборудование поставщики могли завозить, поставлять сюда. В конце мы будем уже осуществлять монтаж и пусконаладку. Как я уже отметил, риски мы подтверждаем, но все же есть и при определенном соблюдении правил, техники и увеличении количества работников на объекте, как мы уже это сделали, есть возможность все же сдать этот объект до конца текущего года. Визит руководителя федерального Росздравнадзора в Ингушетию носит не столько инспекционный, сколько рабочий, конструктивный характер. Его главный итог – детальная оценка потенциала системы здравоохранения региона, выявление точек роста и определение приоритетов для дальнейшей совместной работы. Хадиджа Иблоева, Билал Ахильгов, Магаз 24.